Сегодня я бы хотел предложить 5 приоритетных предложений для улучшения урбанистики в наших городах. Это, прежде всего, доступ к школам и детским садам. Нам прежде всего необходимо обеспечить равномерное распределение образовательных учреждений по всей республике и по всем районам каждого города. В каждом микрорайоне, микроучастке должны быть школы, детские сады в шаговой доступности, чтобы родители и дети не были вынуждены ежедневно преодолевать большие расстояния. Это также снизит транспортные нагрузки и позволит детям больше времени проводить в безопасности рядом с домом. Поэтому, дорогие городские власти, мы уже, это большой для нас урок. Участие, но вместе с тем он попросил поприветствовать. Хочется жить. Спасибо за внимание. Как город для людей. Город, в котором уютно и комфортно городского развития, таких как комфортная городская среда, цифровизация. Necessitating that urban areas adapt to rising temperatures, shifting precipitation. Это Урмат Карабаев, главный архитектор города Бишкек. Наш город на пороге больших перемен. Вы знаете, у нас в городе очень много изменений происходит. От транспорта до общественных пространств, общественных зон, спортивных зон. Я не говорю уже социальный объект, это садики, школы. Ну, мы затронули весь спектр городского развития, включая вплоть до строительства мусороперерабатывающего завода с выработкой электроэнергии. У нас теперь новый лозунг для Бишкека. Оказывается, все города имеют свои имена. Теперь мы называем свой город Бишкек город для людей, город для мира. Так что мы хотим, чтобы Бишкек стал мировым, инновационным, креативным центром хаба. Я являюсь заместителем главного архитектора города Бишкек. Развитие города Бишкек – это был наш вопрос Бишкек глав архитектуры. Вот этот проект мы начинали совместно с Бишкек глав архитектурой, Бишкек, и такое видение города экологическое. Вы знаете, город Бишкек, есть геймплан свой. Этот геймплан свой срок заканчивает в 2025 году в конце. И руководство города, мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев в ходе поездки в Токио в мае был подписан меморандум о взаимной сотрудничестве в области архитектуры и градостроительства международной авторитетной компанией Nikken Sakai. Вы знаете эту компанию, эта компания можете в открытых источниках посмотреть. Это компания, один из топ-10 компаний по разработке градостроительной документации, мастер-планов городов. На сегодняшний день, в 2024 году, Nikken Sakai стоит на первом месте по разработке градостроительной документации. Перед вами я хочу познакомить вас с господина Фади Джабри, исполнительный директор Nikken Sakai по территории СНГ и Ближнего Востока. Мы господином Джабри сейчас краткий концептуальный градостроительный развитие мы вам покажем. На самом деле материал очень много. Очень много материалов. Мы ее максимально сократили. И потом в конце, если у нас хороший видеоролик, после видеоролика мы можем ответить на несколько вопросов. Техническому сотрудничеству. Я хочу передать слово Алие из Бишкек глав архитектуры. Она расскажет про планы по пешеходной инфраструктуре и по велосипедной. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники форума. Позвольте представиться. Камалова Алия, сотрудница отдела дорожно-транспортного развития государственного учреждения Бишкек глав архитектуры. Сегодня я рада возможности представить вам наш проект Urban Street, который нацелен на создание
благоприятных условий, безопасных и удобных условий для всех жителей столицы. Проект, здесь мы видим исходное состояние, к примеру, проспект Манаса с пересечением улицы Московская с северной стороны. Здесь представлены чрезмерно широкие улицы, именно проезжей части, и не зонирование пространства. Дальше тоже можно будет. Тут у нас уже представлена восточная сторона. Что планируется нами? Мы предложим создание специальных полос для движения общественного транспорта, также и велосипедов и пешеходов. Значение велодорог для устойчивого развития города, то есть улучшение городской инфраструктуры, которые велодороги способствуют уменьшению автомобильного трафика, в свою очередь снижает заторы и время в пути. Экономическая выгода – это развитие велодорожной инфраструктуры, может привлекать туристов и исследовать город на велосипеде. Третий пункт – это экологические преимущества, то есть велопользователь уменьшает уровень выбросов углекислого газа и других загрязняющих веществ. Четвертое – социальные аспекты. Велосипедные поездки способствуют физической активности, то есть польза состоянию здоровья населения.